ты поедешь на бал. Как? Смотри и ничему не удивляйся. Не удивляться на этом спектакле едва ли удастся. Для зрителя подготовили нетипичный для российских подмосток спектакль с королевскими марионетками. На театральный язык переложили сказку «Золушка». Матушка, нечего надеть. Пока на сцене волшебство, за кулисами его изнанка. Артисты лазают по 6-метровым станкам и оживляют марионетки с помощью нитей. Это более 30 кукол из легкого пластика, которые распечатаны на 3D-принтере, что позволяет артистам сделать их движения еще более динамичными. Живости действию добавляет и профессиональная озвучка, которую театралы записали заранее. Когда ты озвучивал, то есть ты низким голосом, потому что она, смотришь на ее фактуру, но она пухленькая, значит, она там как-то должна низко разговаривать. Единственный артист на сцене – церемонимейстер. Он играет роль рассказчика. Золушка отправилась во дворец в своей чудесной карете, в прекрасном диковинном платье. Театр кукол работал над спектаклем больше года. Его ставили сразу 3 режиссера. За музыку отвечал композитор и аранжировщик Владислав Саватеев. Мы рекомендуем приходить с детьми несколько постарше, от 3-4 лет. С удовольствием посмотрят его маленькие девочки. Будет интересно посмотреть и их родителям. Родители с удовольствием окунутся в эту сказку, знакомую им с детства. Премьера театрального воплощения «Золушки» пройдет 19 и 20 ноября. В театре уже объявили аншлаг. Впрочем, и те, кто не попадет на спектакль в ближайшие дни, все же смогут наблюдать его воочию. Королевские марионетки вновь предстанут перед зрителем после Нового года. Приходите к нам на премьеру в театр кукол. Артем Сулейманов, Эльдар Гореев, столичное телевидение, вся Уфа.